Добрый день, мои земляки. Прежде всего, от имени семьи Лебедкиных мне бы хотелось поблагодарить тех людей, которые в течение последних 20 лет работали по восстановлению доброго имени Ивана Петровича Лебедкина. Это Тумусов Федот Семенович, доктор экономических наук, Шамаев Иван Иванович, доктор физико-математических наук, Кириллин Николай Дмитриевич, заслуженный геолог нашей республики. Кроме того, мне хочется поблагодарить трудящихся Верхневилюйского улуса под руководством главы Паскачина Владимира Семеновича. Особая благодарность моим землякам из Хамустаха и руководителю хамустахского наследия Поротовой Христине Петровне, депутату Васильевой Галине Николаевне. Также мне хочется поблагодарить талантливого скульптора, который сделал памятник Ивана Петровича Лебедкина, Черчасова Николая Никитича. И, конечно, особая благодарность моему издателю Пономареву Эдуарду Тимофеевичу. 20 век он прошел. Начало этого века была эпохой революции, эпохой гражданской войны. И Якутия, как тюрьма без решеток, принимала ссыльных всех партий и течений. Это были передовые люди своего времени. Это были передовая дворянская молодежь. И, естественно, инородческая местная молодежь перенимала у них очень многое. Наш отец Андрей Дмитриевич Лебедкин до революции в 15 лет стал народным учителем и избирался мировым судьей. Тогда юристов было мало, и учителя народные, они исполняли работу мировых судей. Андрей Дмитриевич Лебедкин работал в 4 школах родного Верхневилюйского района Улуса еще до революции. Он воспитывал и своих родных племянников, в частности Петра Петровича Лебедкина, Анну Петровну Лебедкину и Ивана Петровича Лебедкина. Он дал им образование и финансировал для дальнейшей учебы и получения профессии. Так Петр Петрович в 17 лет стал помощником счетовода и помощником письмоводителя, писаря. Анна Петровна стала работать в женсовете по эмансипации женщин с 17 лет. И вот этот пример старших братьев, сестер и дяди Андрея Дмитриевича Лебедкина для Ивана стало как бы законным. И он в 15 лет, будучи учеником школы 2 ступени, вступил в комсомол и стал организатором комсомола в родном Верхневилюйском районе. И в 15 лет вместе с дядей Андреем Дмитриевичем Лебедкиным он с оружием в руках защищал город Вилюйск от белобандитов. Впоследствии в 15 лет он стал солдатом отряда ЧОН. Он с 1,5 года с оружием в руках воевал по всей Якутии и защищал
советскую власть от белобандитов. После этого Иван Петрович Лебедкин учился и закончил Якутскую военную школу и был оставлен политруком этой школы и стал одним из офицеров Якутии. Иван Петрович Лебедкин стал, будучи политруком, стал организатором комсомола в городе Якутске и в городе Алдане. Из Алдана он, как подающий надежды тунгус, был направлен в Москву на получение высшего образования. Он поступил в Московскую горную академию. Его брат Петр Лебедкин тоже из Алдана был отправлен в Москву в институт имени Янукидзе. Сестра Анна Петровна в Москве получила профессию стенографистки машинистки. Она стала первой стенографистской машинисткой в родном Якутском радиокомитете. Ивана Петровича Лебедкина, Петра Петровича Лебедкина и Анну Петровну Лебедкину финансировал во время обучения в Москве Андрей Дмитриевич Лебедкин, который работал учителем. По окончании вуза Иван Петрович Лебедкин был направлен на работу в Алдан и стал инженером. Впоследствии Иван Петрович Лебедкин стал старшим, то есть главным инженером двух трестов – Алдан-золото и Якут-золото. Таким образом, занимал две должности. Иван Петрович Лебедкин, как образованный инженер, стал ставить вопросы по научному обоснованию золотой промышленности Алдана. Об этом говорят публикации за его авторством в газете «Алданский рабочий». Впоследствии об этом было написано в советском журнале «Смена» в 1988 году в воспоминаниях Мельчакова. Иван Петрович Лебедкин был первооткрывателем многих месторождений в Алданском плоскогорье и в Якутии. Так, только в одном Лебединском руднике он открыл 16 месторождений золота. Кроме того, судя по архивным материалам КГБ, Иван Петрович Лебедкин регистрировал открытие слюды, никеля, меди в главке СССР цветметалла. Как ученый, Иван Петрович Лебедкин написал 2 монографии о подземных богатствах Дальнего Востока и 2-ю монографию о подземных богатствах Алданского плоскогорья. Руководителем его в этой большой работе был Юрий Александрович Билибин. Об этом мы узнаем из воспоминаний Николая Гавриловича Рысакова, его коллеги, который вернулся
в Якутию позже и в своих воспоминаниях написал об этом. Кроме того, его работы печатала машинистка Михайлова. В наше время Николай Дмитриевич Кириллин и заслуженный геолог республики, и заслуженный геолог республики Ян Джиншинь Владимир Александрович нашли 17 работ Ивана Петровича Лебедкина в архивах геологии нашей республики. Из них 10 работ были геологического направления и 7 работ геологические отчеты о проделанных работах, об его открытиях. Из этих 17 работ 2 работы сейчас соответствуют научным работам для научной степени. Иван Петрович Лебедкин, как первооткрыватель, таким образом сейчас ценится среди своих коллег. Об этом говорит тот факт, что его столетии в 2006 году его собрание в память о столетии геолога Ивана Петровича Лебедкина прошла как научно-практическая конференция. Иван Петрович Лебедкин был членом президиума Якутского Центрального исполнительного комитета, то есть был членом правительства. Как член правительства он проводил очень большую работу. Он приглашал в Алдан для ознакомления и помощи своих коллег, всемирно известных личностей, геологов, таких как Билибин, Зверев, Серебряков и таких политиков, как Мерчаков. Кроме того, Иван Петрович Лебедкин проводил большую работу по объединению инженеров и техников республики. Так, в середине 30-х годов с его помощью был проведен первый съезд инженеров и техников Якутии. Об этом говорили в воспоминаниях Модест Кротов, краевед и работник планового отдела Совнаркома и Совета народных комиссаров и Совмина нашей республики Сосланбек Бутаев. На этом съезде была большая группа из Алданского района, инженеры и техники, и они провели очень большую работу на съезде, жили в доме Трубачева. В Алдане не хватало инженеров и техников.
Поэтому Иван Петрович Лебедкин, будучи главным инженером Алданзолота и Гудзолота, открыл в Алданском горном техникуме отделение маркшейдеров. И в этом отделении за нехваткой преподавателей он сам преподавал. Не было учебников, не было учебных пособий, не было программ. И он сам все это восполнял и составлял. В 1906 году Иван Иванович Шамаев нашел ученика, первого выпускника этого маркшейдерского отделения, заслуженного работника народного хозяйства Прокопьева Василия Дмитриевича, который рассказал нам в своих воспоминаниях об Иване Петровиче Лебедкине очень много. И в частности он сказал: мы не знали, плохо знали русский язык. И он говорил на экзаменах и зачетах: расскажите на своем языке. Кроме того, не было учебников, пособий, не было наглядных пособий, учебников, не было программ. И он все это составлял сам. И его лекции студенты записывали от и до. Кроме того, он приглашал их к себе домой, и они работали в его большой геологической библиотеке. Кроме того, Иван Петрович Лебедкин водил их на практику в шахты Алданского района сам. Кроме того, у Ивана Петровича Лебедкина дома была большая минеральная коллекция, и студенты обучались на основе этой большой его коллекции. Прокопьев Василий Дмитриевич не только очень много рассказал про Ивана Петровича, он о нем с таким уважением говорил, и так много он оставил воспоминаний, что мы ему были очень благодарны. Все, что Иван Петрович сделал, все, что он, вся его жизнь была посвящена народу. И его деятельность была с 15 лет и до 30. Он был известным ученым и должен был защитить свои 2 работы в Москве, но не успел этого сделать. В 1937 году ему исполнилось 30 лет, и не было еще 31 года полного. В 1937 году в Алдан пришла телеграмма, подписанная секретарем Центрального комитета нашей партии БКПБ Лазарем Моисеевичем Кагановичем. В частности, в этой телеграмме говорилось, что инженеры Якута Лебедкина Ивана Петровича из Алдана направить, откомандировать в город Москву на работу в глав СССР золоторазведка.
По получении этой телеграммы в Алдане были арестованы Иван Петрович Лебедкин, Николай Гаврилович Рысаков, Александр Дмитриевич Попов, Петр Гаврилович Габышев. Все они были выпускники московских вузов. Все они занимались ключевые позиции в руководстве Алданского района. Они были арестованы как враги народа и были осуждены. Только в 1955 году Иван Петрович Лебедкин был полностью реабилитирован и восстановлен в правах и в партии. Светлые имена сыновей якутского народа сейчас в сердцах многих поколений молодежи Якутии. И я надеюсь, что ими будут восхищаться и будущее поколения нашей Родины. Молодые люди последуют примеру этих замечательных наших земляков. Если вы хотите ознакомиться с творчеством Ивана Петровича Лебедкина в течение 15 лет, то можете посмотреть вот такие книги. Эта книга называется «Путь к золоту». Она посвящена к десятилетию золотой промышленности Алдана и напечатана была в 1935 году в городе Москве. Здесь есть сведения об Иване Петровиче Лебедкине. Книга «Алдан трудовой» была напечатана в 1984 году. Здесь очень много светлых воспоминаний об Иване Петровиче Лебедкине. День мира. Издание агентства печати «Новости» в Москве было напечатано в 1986 году. Тоже имеет сведения об Алдане и Иване Петровиче Лебедкине. Журнал «Смена», 1988 год. Здесь напечатано воспоминания известного политика Мельчакова и, в частности, об Иване Петровиче Лебедкине. В 1986 году напечатана книга «Центральное дело» о том, как были осуждены Лебедкин, Рысаков, Попов и Габышев. Здесь можете найти. В памяти веков. Книга напечатана в Якутске в 2001 году. К столетию Лебедкина была напечатана книга «Он жил для людей». Это было в 2006 году. В книге «Древний род Халантуласа» много сведений найдете об Иване Петровиче Лебедкине. Также о нем напечатано в 2020 году в книге «Отверженные судьбы моих предков». В этих книгах вы найдете сведения о наших замечательных земляках. Я хотела бы поблагодарить еще раз моих земляков за внимание к моему рассказу. Спасибо. До свидания.